البته ما شما را دستگیر میکنیم و برادرانی که در شهر اکترینبورگ هستند بلاگر هستند کوشش میکنیم که اونها رو دستگیری کنیم و مثل این برادر زویزده یوتیوب شوند. خیلی سلامت باشید تو. Сейчас, да, время выделено дистанционное, причем на удаленную работу, но, по крайней мере, она у них есть. А как сильно мигрантам ударил коронавирус, да, и закрытие торговли, ресторанов, насколько сильно бизнес пострадал? Очень я вам хочу сказать, что не сильно, а средне сильно, потому что люди, которые сами работали, у них было несколько точек, они сейчас сами работают. Раньше только привезли товар, а сейчас они сами работают. Как мы видели, да, вот наш друг, раньше у него был продавец. Сейчас он сам работает самостоятельно, чтобы держаться в этом время. Все нормально, они работают. А по каким сферам ударил? Может, денег меньше стали домой отправлять? Естественно, раньше зарабатывали много и оплачивали продавцов. А сейчас нечем оплачивать продавец, потому что и так торговля слаба, и зарабатывают мало. Поэтому они держатся на этом, что они сами работают, самостоятельно они работают. Сами стали работать, чтобы продавцу не платить. А вот многие ваши клиенты, друзья, наверное, соотечественники домой, да, скорее всего? Естественно, большинство людей, которые работали продавцы, сейчас они улетели домой. Некоторые до пандемии летели домой, а они возврат не смогли приехать из-за границы уже закрыты. Но хотят. Естественно, каждый день они пишут, звонят нам, что когда граница открывается, что они пришли снова работать. Даже у них места остались, где они работали без работы. А как сейчас они на родине, да, выживают? И как? Ну, естественно, у нас во время 1990 году тоже была война. Мы держались, и сейчас тоже держимся. Ваш бизнес сильно пострадал от этого? Наш бизнес не страдал, потому что сначала мы сами трудились, сами работали. У нас меньше было продавца, поэтому все продавцы были наши братья, наши родные, которые жили с нами. Мы сейчас больше всего им даем деньги, чтобы они держались с нами, работали, и наш бизнес, чтобы не пропадал. Поэтому наш бизнес пока держится, наши ребята с нами. А во время, вот, когда был карантин, вы все закрывали, ваш салон тоже закрывался? Нет, почему наш салон не закрывался? Потому что у нас сотовая связь, людям же не нужно аксессуары, нужна связь. У нас это там подключение, из-за этого мы не закрыли. Да. То есть поэтому вам чуточку повезло? Да, нам повезло, что сотовая связь, они сначала закрыли, потом открыли. Это нам хорошо, поэтому наши ребята не ушли домой. А те люди, которые не было места работы, они пошли домой. Куда не? Я съемка, каким мамегум варить мерин? Куда? Броин. Броин, камера, что броин? Блогер что ли? Иди намера, война, иди куршак. Куда? Что Таганский ряд, Пекин, Ханой. Сейчас будет следующий кадр. Ждем. Знаете, сейчас мы обязательно вам покажем, дорогие друзья, пошли. Камера вперед! Уйгурский кафе. Знаете, что там продается? Вот шукри худовандики, мона шапкаму куна бы шапкай на карен. اینا در روشهای خشرون های ما تنشین میریم میشینیم در یک رو میفکریم شکمچو سر میکنیم چی میخوره؟ بیا برای عزیز فراموش نکنید که در تاگانسک یگان چیز قیمت نیست، همه چیز دستوب سینه. پکین بر در خدمت شما برادر.
Անահոզ իմերիմ մեբինեմ մեպրծեմ ագարի ջեզատ մոդության նորմալդոր մեքանիզացիա این اما- تلویزیون نمیاد Ama çizotuna poyonknin droin droin Съемка на когда? Не, на кишан это отлично мега. Рама. И машин. Дорогие друзья, всем салам алейкум, Пекин. Это Пекин не в Китае, это Пекин в Екатеринбурге, Таганская. Курите? Да. Пьете? Да. Выпрашиваете деньги на улице? Не, я обычно их забираю. Вы за ЗОЖ? Да, конечно, что по мне не видно? Ну,